Во всех районах Коми проблем с недостатком дров теперь не будет. В республике внедрят новый механизм по добыче и закупке древесины. Об этом рассказал глава Коми Владимир Уйба на встрече с жителями сел Большая Пыса и Чернутьево Удырского района. Предприниматели для населения будут заготавливать дрова по госзаказу. Бизнесмены получат делянку вблизи населенного пункта под выборочную рубку. В свою очередь, они должны предоставлять населению лесоматериал по установленной цене. Какие еще вопросы жители Удырского района разрешатся, расскажет Наталья Юрина. Второй день рабочей поездки главы Коми в Удырский район начинается с посещения врачебной амбулатории в селе Большая Пыса. Медучреждение обслуживает около 300 человек. Принимают пациентов фельдшер, зубной врач и медсестра. У нас сегодня программа земского фельдшера и земского доктора в республике работает очень активно. Напомню, что врач при переезде в сельскую местность получает 2 миллиона рублей, а фельдшер получает 1 миллион рублей. И у нас на сегодняшний день удалось привлечь в регион 47 врачей и фельдшеров. Помимо посещения социальных объектов, Владимир Уйба встречается с населением. Высказывают свои проблемы главе Коми. В этот раз жители сел Большая Пыса и Чернутьево Удырского района поднимают темы ремонта и строительства дорог, социальных объектов, обеспечения дровами. На территории сельского поселения Большая Пыса встает вопрос обеспечения населения дровами. На сегодняшний день Виктор Бухин Станислав Сергеевич, который занимается доставкой дров для населения, не в состоянии выкупить делянку, так как лес очень сильно подорожал на корню. Для решения проблемы правительство Коми разработало систему, аналогов которой в стране нет. Делянки предпринимателям, занимающимся заготовкой дров для населения, предоставит лесопожарный центр в рамках госзаказа. Бизнесмены, в свою очередь, должны будут заготовить необходимый объем лесоматериала для района и предоставить дрова малоимущим и пенсионерам, многодетным семьям и инвалидам по специальной сниженной цене 400 рублей за кубометр. Руководитель ИП не играется ни в какие конкурсы и аукционы, не тратит на это деньги, получает через лесопожарный центр, через лесничество, получает деляну с выворочной рукой и с обремененной госзаказом. Ну, условно говоря, вот у него 1000 кубов, да, там, я к примеру говорю, при этом, допустим, по данному населенному пункту необходимо в год там 100 кубов леса для дров. Значит, вот, соответственно, это у него в госзаказе оговорено, это обременение, он обязан этот лес заготовить и продать по фиксированной цене, не выше той цены, которую мы устанавливаем. Если только он это нарушает, соответственно, мы его штрафуем. Жители села Чернутьево нуждаются в новом ФАПе. Действующий располагается на первом этаже местной администрации и зимой плохо отапливается. Среди предложений от населения обустроить ФАП на новом месте вместе с жильем для фельдшера. Как отмечает глава Коми Владимир Уйба, новое здание построят через 2 года. Вопрос с объединением с жилплощадью пока не рассматривается. Подобный опыт был. Специалисты на месте проживания отказываются работать. У нас 99% фельдшера, когда приезжают и говорят, при ФАПе квартира, я там жить не буду. И не едут туда, потому что это невозможно. Мы ФАП построим, но квартиру для фельдшера мы не можем, это ваши полномочия. Поэтому, конечно, мы посмотрим, если там по деньгам проходим, но мы можем сделать. Нет, можем сделать с квартирой, но она не будет работать, эта квартира. Как правило, это потом начинается использование как кладовки для того же ФАПа. Интернет и связь – темы, интересующие многих. Ряд малонаселенных пунктов Удырского района в 2021 году не вошли в программу по устранению цифрового неравенства. В рамках этого проекта социальные учреждения подключают к сети интернет, создают коллективную точку доступа. Очень много населенных пунктов, именно 100 с небольшим жителей, они не попали в программу устранения цифрового неравенства. И принято решение на уровне правительства России с 2022 года. Все, кто не попал в первую часть от 250 до 500 и выше, то будет устраняться цифровое неравенство путем подключения именно социальных объектов и точек коллективного пользования с 2022 года.
Также глава Коми Владимир Уйба анонсирует новую программу. Правительство республики совместно с Ростелекомом разрабатывают проект по беспроводному доступу в интернет для труднодоступных населенных пунктов. Наталья Юрьевна, телеканал Юрган.